Начинаем, да? Можно заново? Все, я готова. Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня в нашей студии особый выпуск, посвященный ключевым событиям и инициативам за 2024 год. Этот год был наполнен важными инициативами и вдохновляющими проектами и результатами. Давайте вместе посмотрим, как ПРООН и наши партнеры меняли жизнь в Кыргызстане. Начнем с января и марта. В Аше и Сузаке было открыто 2 пожарно-спасательные станции. Теперь эти станции будут быстро реагировать на вызовы и спасать жизни людей. Весна принесла новые перспективы для Баткенской области. Мы приветствовали нашего регионального директора, который вместе с местными властями запустила новую программу интегрированного развития Баткенской области. Эта инициатива станет ключом к экономическому и социальному росту региона. Апрель стал месяцем ярких событий. Фестиваль Create4 охватил 36 локаций по всей стране, демонстрируя, как креативные индустрии могут объединять и вдохновлять. Также был запущен новый проект по защите прав людей с инвалидностью. А в Аше, в Баткене и Исыкульской области начали работу региональные инвестиционные советы, способствующие привлечению к капиталу и развитию бизнеса. В мае Кыргызстан взял председательство в диалоге женщин Центральной Азии. 3 важных заседания в мае, в октябре и ноябре объединили женщин-лидеров по продвижению вопросов гендерного равенства, лидерства и устойчивого развития. В мае месяце также прошел первый региональный семинар по климатической отчетности и семинар, где были предоставлены национальные адаптационные планы в различных секторах. В июле Кыргызстан посетил генеральный секретарь ООН. Визит включал посещение проекта ПРООН, в частности по мониторингу прорыва ледниковых озер. Это инновационное решение для предотвращения рисков, связанных с изменением климата. Этот визит подчеркнул глобальную значимость экологических инициатив в Кыргызстане. Август стал месяцем обучения и объединения людей. ПРООН провела тренинги по цифровой доступности для людей с инвалидностью и для наших сотрудников. Также организовала региональное мероприятие по снижению риска бедствий и региональную конференцию по предотвращению опустынивания. В сентябре мы собрали молодых экоактивистов из Центральной Азии и Афганистана, а также провели семинар по обновлению стратегий по сохранению биоразнообразия. Одним из ярких наших проектов стала инициатива Национального исторического музея по созданию инклюзивного пространства. В октябре ПРООН совместно с агентствами ООН запустила программу по цифровому здравоохранению, а также провела День ООН. Форум «Жаратман Жаштар» собрал более 1000 предпринимателей, помогая им наладить связи и укрепить свои проекты. Кроме того, ПРООН поддержала площадки для обсуждения вопросов зеленой экономики и инвестиционных проектов. В ноябре мы запустили 16-дневную кампанию против насилия, а также поддержали правительственную делегацию, которая была представлена на конференции сторон в Баку. В декабре мы открыли офис бесплатной юридической помощи в Кадамджае, а также метеостанцию в Майдане. Эта метеостанция стала 8-й по счету, которая была открыта в этом году по стране. В заключение, такой насыщенный и продуктивный год стал возможным благодаря совместным усилиям и поддержке наших партнеров. Мы благодарим каждого, кто был с нами в этом году. Спасибо за внимание. До новых встреч!